Здравствуйте, я Николай Борисов, и сегодня мы разберемся, что не так с пунктом передержки Якутска. Это кадры, снятые зоозащитниками в пункте передержки или якутской усыпалки, как ее называют волонтеры. Недавно они обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию и прекратить беспредел. Инициатором обращения стала московский психотерапевт Марина Фридман. Запись появилась в ее аккаунте Instagram и сайте петиции Change.org. Ежегодно в городе Якутске в пункте передержки животных на Очищенко 57 сотни собак и кошек умирают от жуткого мороза и голода в минус 50 градусов. Их держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Животные просто примерзают к будкам, погибают медленно и мучительно. И все это под надзором людей, работников ППЖ, на зарплаты которых тратятся деньги налогоплательщиков. Их систематически не кормят, не дают воды. Немногие из них выживают, поскольку в мороз и холод собаки погибают после 17 часов голодания, кошки после 7 часов. Популяция животных сменяется каждый год, единицы из них выживают каким-то чудом. В январские праздники 2019-2020 года сотрудники ППЖ не работали. Волонтеров, единственных, кто кормил животных, просто не пускали на территории усыпалки и не давали покормить животных. С декабря 2019 по начало января 2020 там варварским образом погибло в страшных мучениях несколько десятков собак и кошек, пишет психотерапевт. Якутское Саха-информационное агентство выехало на место, чтобы разобраться, так ли это на самом деле. Во-первых, надо здесь построить большое теплое помещение, чтобы собаки не жили на улице, не сидели на улице. И тем более у нас будет содержание по новому закону до естественной смерти. Поэтому они будут жить здесь не год, не два, 10-15 лет. Если мы говорим, что 7 миллионов это очень мизерно, но где-то рассчитывают примерно, как озвучила Сардана Владимировна Авсентьева, где-то на 140 миллионов. Это в год? В год. Сейчас сколько может принять питомник? Оно рассчитано только на 100 собак и 20 кошек. Все. Это 120. Уже по факту. У нас перебор. Они сидят даже на улице, сидят вдоль забора. Волонтеры помогают единственно тем, что приходят один раз в неделю, кормят. А вот в прошлый раз конфликт был? Конфликт из-за того, что у нас же выходные каникулы были, хотя мы каждый день работали. С 1 числа мы выходили на работу. Они приходили, но был действительно человек с большим перегаром. Ну, пьяненький, так скажем. Вот из-за этого мы их не пустили, ссылаясь на то, что человек пьяный и выходные были. Другой помощи от волонтеров ничего нету. Если они считают себя волонтерами, то они же должны хотя бы прийти помочь в чем-то. В чем? Убраться, например, да? Или взять, ну они берут собак, очень много берут собак. В последующем, где и куда они, нам неизвестно. И нигде не афишируют, не пишут, не говорят, куда эти делись собаки. Чтобы забрать собаку, какие нужны документы? Единственный паспорт. Пишут заявление, заключаем договор, выдаем удостоверение на животное, чипируем. Все бесплатно? Бесплатно. Бесплатно, все бесплатно. Ну то есть собака... И без ограничений. Напомним, пункт был открыт в 2015 году и изначально не был рассчитан на длительное содержание животных. С 1 января 2020 года были изменены федеральные законы, и почти сразу в пункт прибыли волонтеры, которые и засняли видео и создали обращение к президенту. 9 декабря замглавы города по ЖКХ Роман Сорокин встретился с зоозащитниками, чтобы обсудить совместный план действий. Он предложил рассмотреть возможность взять пункт безвозмездное пользование волонтерам, но без права передачи самого имущества. Злата Сычева присутствовала на собрании. Конфликта как такового нет. Волонтеры требуют, чтобы исполнялся закон Российской Федерации, который вступил в силу об ответственном обращении с животными.
Но в этих условиях, которые сейчас здесь, в пункте передержки, это просто невозможно. Потому что, во-первых, должен быть приют. Приюта у нас нет. Пункт передержки – это не приют, тут сплошная инфекция, тут большой падеж. Тут невозможно будет содержать животных, особенно вот молодняк, да, щенки. Щенки отсюда, ну, то, что забирают волонтеры, выживает 1 из 10. А вы видели, сколько тут этих бедных малышей. Поэтому вот теплое здание, да, его просто нужно закрывать и строить новое. Нужно строить приют. Окружная администрация предложила взять волонтерам, да, какое-нибудь НКО, чтобы забрали и сами занимались собачьим вопросом. Ну, я как бы считаю, что это неправильно, потому что каждый должен выполнять свои функции, выполнять свою работу, выполнять ее качественно. То есть безнадзорными животными должен заниматься муниципалитет, республика. Я не знаю, как они между собой решат этот вопрос, кто будет этим заниматься. Но это не должны быть волонтеры, потому что волонтеры, они некомпетентны там, в финансовом вопросе, да, где-то какая-то юридическая сторона. Мы просим предоставить нам вот какие-то бумаги, да, какой-то финансовый отчет за год хотя бы, да. Причем это еще пошло с тех времен, когда был Дим Димыч. Нам ничего не показывают, поэтому как мы можем взять на себя вот эту... Это не подарок, это кабала. Мы готовы здесь работать. Мы сейчас пишем заявление, резюме. Мы готовы здесь работать. Мы от этого не отказываемся. Мы давно просимся сюда на работу, у нас просто не берут. Поэтому если нас сюда возьмут, то, возможно, как бы изнутри мы все это будем дело видеть. С животными будут работать люди, которые любят животных. Вы же видели, как там в вольерах какая ситуация, да? Там замороженная в мисках каша, когда она там была свежая, непонятно, животные не выходят из будки. Ну, с животными нужно разговаривать, их нужно любить, с ними нужно гулять. Я не знаю, тут должны быть другие сотрудники. Волонтеры ссылаются на опыт таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. Однако мы узнали, как обстоят дела в городе, который более сравним с Якутском. Коллега из Магадана расскажет о ситуации у соседей. У нас, в принципе, нет муниципального питомника для бродячих собак. Есть только один, он в частных руках находится, недофинансируется, находится в довольно плохом состоянии, естественно, его на всех бродячих собак не хватает. Поэтому волонтеры пытаются изымать самых агрессивных особей из стай, но это особо не приводит ни к чему, потому что они их стерилизуют, выпускают обратно, и они продолжают кидаться на людей. Это здание похоже на обычное жилое здание, находится в довольно удаленном месте, отдельно стоящим от жилых домов. Но он настолько перенаселен, что, в принципе, лай собак оттуда слышен и в жилые дома, судя по тому, что говорят местные жители. Сейчас администрация Якутска старается добиться финансирования из республиканского бюджета. Однако корень проблем даже не в финансировании, а, как отмечают эксперты, в ответственном обращении с животными. Жители частного сектора, заводя питомцев, просто оставляют собак на улице. Им не остается ничего другого, как бежать в город и сбиваться в стаи, которые пугают другую часть горожан, которые, в свою очередь, требуют более радикальных мер в решении проблемы. Мы следим за развитием событий, а выводы делать вам. Кстати, этот кадр с кошкой вызывает некоторые сомнения, что он вообще снят в Якутске.